На фоне того ада, который сейчас творится с ценами в Таджикистане, это неудивительно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан признана самой несчастной страной. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. ООН опубликовал 18 марта Всемирный доклад о счастье 2022 года, в котором Таджикистан расположен на 83-м месте среди 146 стран мира. В прошлогоднем аналогичном докладе Таджикистан находился на 78-м месте. Республика в новом докладе с 5,377 баллами по 10-бальной шкале занимает самое низкое место среди стран Центральной Азии. Без денег все несчастливые. Все задумчивые, хоть где заработать, где купить. Для счастья все имеет. Ну и материальное тоже. Все. Счастлив. Ну, каждый по-своему счастлив. ду фарзанд дорам, хушбахт ҳастам, як духтар дорам, як писар дорам, 5 набира дорам. Наиболее счастливой страной региона авторы доклада признали Казахстан, 40-е место. Узбекистан находится на 53-м, Кыргызстан на 64-м, Туркменистан на 78-м месте. Россия в этом докладе занимает 80-е место. برای انسان خوشبخت بودن اول سلامتی زندگی آروم و آسایشته دیگهش شما خوشبخت احساس میکنید؟ الحمدلله بله چبانه خوشبختم 100 بار شکرانه خدا خیلی برای کار اگر در تاکسی باشه کدام روز نقص کار کنی امروز خرسندی بود سال یک نقصر خونه میبریم خرسند کودکان خرسند. В 2011 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны-члены организации оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства. Начиная с 2012 года ежегодно подготавливается по заказу ООН и публикуется Всемирный доклад счастья. Для оценки национального счастья используется 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-бальной шкале. Как вы относитесь к тому, что даже Туркменистан в этом списке выше Таджикистана, хотя это закрытая диктаторская страна? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. شکرونه دولت میکنم که مهنت کردم پولی افتیدم زندگی تنجی امونی شکرونه بازیرش ده نو او قاینه یا گفتیگه نو خیلی زندگی قینه بسیار که کمتره پدر و مادر مسکوا ده خیلی میشه شکر. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием антиутопия. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используются в качестве эталона регрессии. Как вы относитесь к тому, что мы все больше и больше скатываемся вниз? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И как вы относитесь к тому, что из-за конфликта России с Украиной страдает экономика Таджикистана, растут цены и люди не знают, что с этим делать? Напишите свои мнения нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!